Глазами детей. Театрализованная постановка к 80-й годовщине депортации была представлена в Ахмедшите. В ней нашли отражение события жестокой депортации крымско-татарского народа 1944 года. Впервые зрителям в Крыму была представлена живая инсталляция. Счастливая жизнь на родине, а после – трагическая история нашего народа с первого дня депортации до многолетней ссылки и тяжелого возвращения в Крым. Горе, пережитое по дороге в Среднюю Азию и на Урал, покалеченные судьбы, разлуки с близкими и потери – все это нашло отражение в представлении, которое длилось около получаса. С первых минут гости погрузились в события тех страшных дней и прочувствовали переживаемые главными героями эмоции, которых сыграли ученики образцового хореографического ансамбля «Нефес» под руководством Севиле Халиловой. Я все свое детство слушала рассказы дедушки, как он, будучи ребенком, прошел всю эту трагедию. Главной целью было донести детям всю боль нашего народа, весь трагизм этой даты, чтобы дети знали, помнили. В нашем представлении участвовали дети от 4 лет. И очень поразило то, что с какой ответственностью они отнеслись к этому событию. Нужно понимать, что сегодня детям это не свойственно углубляться в трагедию, но наши дети постарались услышать то, что хочет хореограф, режиссер, то, что хочет сценарист, и погрузить зрителей в атмосферу, как бы им это сложно ни было. Необычный формат театральной постановки, декорации и костюмы, хореографическое многообразие, реализованное в различных танцевальных направлениях, в которых артисты языком пластики отразили часть трагической истории своего народа, взволновало сердце каждого зрителя. Pek büyük tesurat kaldırdı beni yüreğimde, fikrimde, gönlümde. Emosyonel pek büyük. Az kaldı ağlamaya. Çünkü ben bunu öz gözümle gördüm. Ben 5 yaşındaydım deportasiya olganda. Bütün ağırlık, meşakkatlık başımdan geçirdim. Sonғы dakikalarda, sonғы saniyelerde adamlar durup, el çırpmalar toxtamayıp, bu sahnada olған şeylerin kıymetliliği budur. Мен қарбабам 42-ші сенесі немселер атқандар. Битамы 3 баласынан Крымдан шығарғанда 3 баласы еді. И көзім алдынан кечті анам айтқан лафлары. Нас оларын шығарылар, нас балалар қычырлар. Ау балаларын сеслері құламда чыннай. Бек, как говорится, прошло через душу. По рассказам наших родителей мы пережили сегодня вот это все. Ну, я желаю, чтобы наши дети больше не переживали и не забывали никогда. Вы знаете, в нашей семье было принято всегда 18 мая проводить дуа в памяти о депортированных погибших. И я завещаю нашим детям, внукам, чтобы все продолжалось. У меня был депортирован отец, и когда он нам это все рассказывал, мы, наверное, будучи еще детьми, уже бабам рахметлым, мы до конца не понимали вот этой боли, этого ужаса, который они пережили. Я благодарна вот всем, кто в этом участвовал, родителям, этим режиссерам, нашим детям. Они настолько талантливы. Наш народ вообще очень талантлив, прекрасный, красивый народ, которому пришлось это все пережить.
Я благодарна Аллаху, что у нас есть такая возможность вот таким вот образом напомнить о той трагедии. Это были печальные даты, печальная жизнь, но я бы пожелала нашим детям, вот у меня 3 внука, например, да, чтобы они, помня это, были жизнерадостными, жили на своей родине хорошо. В постановке участвовало около 70 детей. Каждый из них стремился внести свой вклад в сохранение исторической памяти нашего народа. Бізде чоқ репетициялар oldu. Біз пек heyecanlandık. Ama bu merasim pek yaxşı geçti. Herkes bu вакыяларны duydu. Onun için biz çok тырыштык. На каждой репетиции мы проживали боль и трагедию нашего народа. Мы бы хотели, чтобы каждый в Крыму узнал с помощью нашего творчества об этом событии,